Здравствуйте! Мы продолжаем серию интервью с кандидатами в вице-президенты Республики Абхазия. Помимо бесплатных эфиров, распределенных Центральной избирательной комиссией, абхазское телевидение предоставляет кандидатам возможность принять участие в дополнительных эфирах продолжительностью 30 минут. Сегодня у нас в гостях кандидат в вице-президент Республики Абхазия Дмитрий Дбар. Он баллотируется в команде с кандидатом в президенты Республики Абхазия Алхасом Кицыне. Дмитрий Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. С вашего позволения, коротко расскажу о формате нашей с вами сегодняшней встречи. У нас 30 минут эфирного времени, из которых 20 минут отведены на беседу, остальное время на блиц-опрос и обращение кандидата к избирателям. 30-минутный таймер будет запущен после ролика с вашей биографией. Таймер будут видеть и наши с вами телезрители. Если вопросов нет, мы готовы начинать. Нет вопросов. Дбар Дмитрий Сергеевич родился 5 июля 1984 года в Венгрии в городе Кечкемет в семье советского офицера Сергея Платоновича Дбар. В 1989 году после назначения Сергея Дбар военным комиссаром Сухумского военного комиссариата семья переезжает в город Сухум. В 2002 году после окончания Сухумской средней школы номер 4 имени Гулия проходил службу в рядах вооруженных сил Республики Абхазия. В 2009 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. С 2005 по 2009 годы находился на Государственной службе охраны Республики Абхазия. С 2009 по 2014 годы в звании подполковника работал в службе госбезопасности Абхазии. В 2012 году заместитель начальника отдела, затем начальник первого отделения отдела борьбы с терроризмом и организованной преступностью СГБ Абхазии. В 2014 году назначен заместителем начальника криминальной милиции Абхазии. С 2014 по 2015 годы начальник УВД по городу Сухум. В 2011 году прошел курсы повышения квалификации Академии службы федеральной безопасности Российской Федерации. В 2014 году прошел курсы повышения квалификации в Федеральном казенном образовательном учреждении высшего профессионального образования Академии управления Министерства внутренних дел России. В 2015 году уволился по собственному желанию из органов внутренних дел Абхазии в звании подполковника милиции. В 2016 году инициировал создание оппозиционной республиканской общественной организации «Кераза», которую и возглавил. С 2017 года депутат Народного собрания парламента Абхазии. Женат, отец двоих детей. Дмитрий Сергеевич, нашу сегодняшнюю беседу я хотел бы начать вот с чего. Интересно ваше мнение. Как вы оцениваете на сегодняшний день предвыборную гонку? Ну, на сегодняшний день я оцениваю так, что предвыборная гонка находится в самом разгаре. Она пока проходит спокойно. Кандидаты встречаются с населением Республики Абхазия. Но и видим уже нарушения в предвыборной кампании, которые происходят. Они заметны, потому что власть пользуется административным ресурсом, мы это видим. Начались укладки дорог, начался подкуп населения и все остальное. Мы сегодня, наш штаб направил уже в ЦИК обращение по этому поводу. Надеемся, что будет объективное разбирательство. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Хотел бы в контексте того, что функционал вице-президента, согласно Конституции, в принципе, достаточно ограничен поручениями самого президента. И вице-президент чаще всего выполняет такие представительские функции по поручению президента. Вот в связи с этим у меня вопрос. Не считаете ли вы, что, будучи депутатом парламента, у вас на самом деле больше возможностей реально быть полезным своему народу и реально быть полезным своей стране? В случае избрания нас на высшие должности, вице-президент Республики Абхазия, лично я, буду заниматься кураторством силовых структур и непосредственным реформированием силовых структур. Я понимаю, что раньше эта должность была номинальной, то есть практически вице-президент ничего не делал, встречал гостей, провожал гостей, и так его работа и протекала.
Мы не считаем, что это правильно. Мы считаем, что вице-президент должен активно работать на местах. В моем случае это с силовыми структурами. Ну, получается, речь идет о том, что вы хотите укрепить позицию вице-президента. Конечно. Вот вы сами говорили о том, что будете в случае своей победы заниматься реформированием правоохранительной системы. И в СМИ, и на встречах с общественностью вы часто, вот если прям очень коротко, говорите о том, что она несостоятельна. Сами проработали в этой системе. Ну, какие конкретно шаги, вот понятно, что вы говорили уже, что да, плохо. Какие конкретно шаги вы в случае своего избрания, я имею в виду ваша команда, будете предпринимать там буквально уже на следующий день после своего избрания? Ну, на следующий день, практически на следующий день, я считаю, что надо взяться в первую очередь за реформирование этой МВД, потому что МВД непосредственно контактирует с населением. Я думаю, что в первую очередь нужно упразднить ГАИ. ГАИ нужно изменить на патрульную службу, которая будет патрулировать, заниматься и автодорожными происшествиями, то есть контролированием дорог, и также будет заниматься общественной безопасностью. Я считаю, что посты, которые на территории Республики Абхазия, они не нужны в таком виде, в котором сейчас. Несколько постов можно оставить, их сделать стационарными пунктами милиции, куда может гражданин остановиться, обратиться, или те люди, которые в непосредственной близости живут. Мы сами наблюдаем, что изо дня в день эти посты милиции превращаются больше в сбор денег, чем приносит реальный эффект. Поэтому мы считаем, что назрели уже такие реформы, как вообще упразднение ГАИ. Еще абсолютно уверен, что такая служба, как УБЭП, не нужна совершенно. Она занимается только тем, что постоянно проверяют средний бизнес и мелкий бизнес, и в принципе занимаются ущемлением прав человека, грубо говоря, ну, в плане бизнеса я имею в виду. Эта служба не нужна. Еще очень назрело то, что с прокуратуры, с МВД, с СГБ нужно убрать следственные органы. Нужно создать следственный комитет. Прокуратура остается надзорным органом. Следственный комитет будет заниматься непосредственно возбуждениями дел, ну, первичными дел. И это тем самым мы уберем коррупционную составляющую силовых структур, где в принципе на каких-то этапах начинают ломаться дела. Поэтому мы и наша команда считаем, что нужно убрать и создать отдельно следственный комитет. Дмитрий Сергеевич, развивая тему, не могу не спросить. Вот структуры, которые вы хотите упразднить, в них работает большое количество людей. А что делать с людьми, которые окажутся, ну вот, получается, без работы? Ну, во-первых, когда мы уберем ГАИ, если такая возможность будет, эти люди не остаются на улице. ГАИ будет патрульной службой. То есть что они будут делать? Они постоянно будут передвигаться на автотранспортах. Когда сотрудники постоянно передвигаются в городах или по той же трассе, они реально видят, какие проблемы, какие аварийные ситуации на дорогах и как их предотвратить. То есть от того, что он стоит с жезлом и останавливает машину, это уже эффекта никакого не имеет. И поэтому эти сотрудники уволены не будут. Они просто пройдут курсы по патрульной службе и будут работать в патрульной службе Республики Абхазия. Поговорим, затронем сложную тему, это вопрос паспортизации. Какое у вашей команды есть видение этого вопроса и какие-то, может быть, тоже есть конкретные методы решения вопроса? Ну, в одном из сел, вот, недавно мы были на встрече, там люди к нам обратились, которые не могут получить абхазский общегражданский паспорт. В связи с тем, что с 2014 года мы тотально, грубо говоря, забрали паспорта у людей. Я считаю, что к этому подход нужно сделать совершенно другой. То есть, совершенно верно, те лица, которые имеют грузинское гражданство, они не должны иметь абхазские паспорта. Для этого есть служба государственной безопасности и МВД. Они проверяют по своим источникам наличие гражданства в Грузии или каких-то связей, или если принимали участие во время войны против нас, тогда, естественно, им паспорт нельзя давать.
Но мы столкнулись с тем, что наши жители, это в частности больше всего армянское население, русское население, им с большой тяжестью дается, чтобы получить наш паспорт. Они, в принципе, им приходится платить за это деньги. Мы сделали новую коррупционную схему. Понимаете? Человек, который имел абхазский паспорт, который родился в Абхазии, который жил в Абхазии, он должен легко поменять свой паспорт. За это не надо его мучать, не надо его заставлять собирать заново все эти справки. Он уже имел этот паспорт. Понимаете? Он не является там гражданином Грузии там, или еще какого-то там другого государства. Он гражданин Республики Абхазия. А мы что сделали? Мы забрали паспорта, сделали новые паспорта и усложнили процедуру его получения. Очень много жалоб и в парламент приходит, очень много жалоб и приходит даже в наши предвыборные штабы, потому что люди столкнулись на самом деле с огромной проблемой, не могут получить абхазский паспорт. То есть службы должны работать в таком режиме, они для народа должны работать, чтобы наоборот упростить. Потому что есть перечень, из-за чего должен человек получить общегражданский абхазский паспорт. Если он это перечень предоставил документов, они ему должны выдавать эти документы. Могу ошибаться, разве не парламент республики определяет процедуру выдачи Нет, паспорта? парламент республики принимает закон. Да, а уже на местах паспортные столы, в основном, я же говорю, люди сталкиваются, это армянское и русское население, сталкиваются с тем, что не могут просто обменять паспорта Республики Абхазия. В связи с этой суматохой, которую сделали. Что происходит в паспортных наших столах? У них то краска заканчивается, то еще какие-то проблемы. А мы узнаем, я председатель комиссии по паспортизации Абхазии в парламенте, мы узнаем, что кабинет министров, оказывается, у нас краску покупает для того, чтобы абхазский паспорт выдавался. Вы представляете, вот какую схему замудренную сделали, что вот настолько много препонов для получения паспорта, вот человек должен заново приносить справку, например, в том, что он учился в той или иной школе. Для чего? Ваш ответ понятен. Просто еще один момент хотел уточнить. Вы сказали, что у службы государственной безопасности есть возможность проверять, есть ли у граждан Галского района грузинское гражданство. Конечно. Это возможно, учитывая, что у нас отношений нет? Куда отправляются запросы? Совершенно верный вопрос. А что у нас сейчас происходит? У нас требуют от жителей Гальского района, чтобы они поехали в Грузию и взяли справку о том, что они не являются гражданами Грузии. Если у нас нет с Грузией никаких отношений, а у нас нет, для чего эта справка нужна? То есть для чего мы ее требуем? Если у нас есть оперативные сведения или иные сведения о том, что этот человек является гражданином Грузии, то, естественно, ему нельзя паспорт выдавать. На то и есть у нас эти службы, чтобы они проверяли это все. Мы же все знаем, кто переходит границу, кто чем занимается, и кто чем занимался и во время войны тоже. Это же, получается, требование закона. В этом смысле, может быть, правильнее изменить законодательную базу, которая регулирует это все? Нет требований закона, чтобы человек поехал в Грузию и взял справку, что он не имеет грузинского гражданства. Мы должны сами добывать эту информацию и лишать их гражданства. То есть это не входит в основной набор документов? Нет. Ну, мы же не имеем никаких с Грузией отношений. Как и ихняя справка с грузинской печатью и штампом может являться для нас вообще документом. Дмитрий Сергеевич, перейдем к обсуждению следующего вопроса. Очевидно, что предлагаемые штабами программы, они в принципе охватывают все необходимые для развития государства сферы жизнедеятельности. Но тут возникает главный вопрос. Откуда брать деньги на реализацию предусмотренных в программе реформ? Ну, в первую очередь, надо перестать воровать эти деньги. Насколько я помню, на экономическом форуме, в Сухуми проходящем, президент сказал, что воруется больше, чем 500 миллиардов денег только чиновниками. Надо перестать прежде всего воровать эти деньги. Нужно наладить опять взаимоотношения с Российской Федерацией на том уровне, которые они были при нашем президенте Сергее Васильевиче Багапше. Царство ему небесное. Когда у нас были прекрасные отношения, когда мы могли решать свои проблемы в
принципе, в хороших объемах. То есть мы получали и финансирование, и осваивали эти деньги. А сейчас что у нас происходит? Нам готовы давать финансовую помощь, но мы их не можем освоить. А почему не можем освоить? Потому что у нас некомпетентные сотрудники сидят, некомпетентные чиновники сидят, которые, как мы назначаем чиновников? Он должен быть твой соратник, он должен быть твой родственник, или твой друг, или друг твоего друга. Мы должны подходить только с точки зрения профессионализма чиновника. Когда мы будем так подходить, тогда у нас и наладится работа, тогда мы и найдем и деньги, тогда нам и российская финансовая помощь будет в должном объеме приходить сюда. А сейчас это не происходит только из-за этого. Мы не можем освоить деньги, которые нам готовы давать. А на самом деле у нас проблемы-то везде. Ну вот я понял, одно предложение — это перестать воровать, и вы в случае своей победы готовы этот момент жестко контролировать. Я готов еще вернуться назад, да, и наказать тех, которые это сделали, которые своровали, а потом жестко контролировать, естественно. И есть еще, может быть, какие-то возможности? Ну, программа вашей команды очень широкая, она предусматривает большое количество различных реформ. Да, я хочу сказать тоже про реформы. Я считаю, что нужно сделать баланс власти между парламентом, президентом и кабинетом министров. Во-первых, кабинет министров нужно сделать правительством, в моем понимании. Во-вторых, парламент должен иметь возможность утверждать премьер-министра. То есть президент представляет кандидатуру, парламент утверждает ее, и тогда премьер-министр заступает, исполнять свои обязанности. И в год 2 раза он должен отчитываться перед парламентом. Естественно, в случае перераспределения таких полномочий президент должен иметь рычаг воздействия и на парламент тоже, то есть распуска парламента. И также парламент должен иметь возможность импичменту президента сделать. Если у нас в программе четко написано 3 раза кандидатуру парламент отвергает премьер-министра, это имеется в виду разных людей, 3 разных людей, то президент вправе распустить парламент. Потому что если мы перераспределяем полномочия, то равный контроль у всех должен быть. Ни парламент, ни президент, ни кабинет министров не должен делать то, что он хочет. Мы уже должны от этого уходить. Но очевидно, что это займет огромное количество времени, потому что это все очень правово тяжелый процесс, там, бюрократический. Вот на период, допустим, да, пока вы работаете над этим, какое будет положение? Это может занять на самом деле месяцы, год. Это ж вот так в легкую не решится, а то и больше на самом деле. Ну, у нас в программе написано все пошагово, в принципе. Я сейчас не могу долго о программе говорить, потому что там много чего о том, что мы будем делать в случае нашего избрания. Но я считаю, что это нужно сделать в кратчайшие сроки. Если парламент и президент найдут в этом общий язык, то это произойдет очень быстро. Главное захотеть. Мы же все как? Мы говорим о реформах, когда у нас предвыборная кампания, а потом забываем. Забываем потому, что человек, который приходит президентом, начинает чувствовать себя царьком и не хочет отдавать просто власть. Всю полноту власти он хочет иметь в своих руках. А на самом деле президент, я считаю, что должен полностью контролировать силовые структуры и заниматься внешней политикой. А хозяйственной финансовой деятельностью должно заниматься правительство. Ну, речь неоднократно уже поднималась о перераспределении полномочий между президентом и парламентом, и действующей властью тоже, если я не ошибаюсь. Но в какой-то момент, я так понимаю, это приходит все в тупик. Вопрос: вы все эти реформы планируете в случае своего избрания реализовать с действующим составом парламента? Вот в эти сроки? По возможности, да. Дмитрий Сергеевич, еще такая тоже болезненная тема. За долгие годы накопилось большое количество невыплаченных кредитов. Поправьте, если я не ошибаюсь, там около 1 миллиарда рублей. Этот вопрос интересует всех. Есть ли вот конкретное видение того, как заставить людей, которые эти кредиты не выплатили, деньги вернуть, учитывая, секундочку еще займу времени, учитывая, что как бы соответствующая служба есть, это служба судебных приставов.
То есть они сами открыто говорят, что им очень тяжело. Вот это реально, учитывая наш менталитет, наверное, это все очень сложно. Как вы будете действовать в этой ситуации? Ну, вы понимаете, почему я говорю, что назрели реформы силовых структур, потому что мы видим, что они не действуют так, как они должны действовать. Мы знаем, кто у нас взял кредит, мы знаем всех этих лиц, мы даже опубликовали их списки, Да. как бы, хотя это неправильно, я считаю. Людей не надо опубликовывать на всю Абхазию, нужно просто с ними работать. И если человек взял кредит, он должен понести за это финансовую ответственность. И для этого, вы правильно сказали, есть судебные приставы, которые не жаловаться должны, а должны работать. Но их тоже можно понять. В данном ситуации, которая сейчас происходит в Абхазии, в этом хаосе, они не смогут взять кредиты. Потому что, я еще раз говорю, это чей-то брат, чей-то друг, кто-то за него будет просить или еще что-то, то есть будет происходить. А как мы вообще сами эти кредиты выдавали? Очень многие кредиторы знают прекрасно, как выдавал кредит тот же Сбербанк в Абхазии. Если человек попросил 1 000 000 рублей кредита, ему приходилось оставлять энную сумму в том же Сбербанке, чтобы получить этот кредит. Мы же знаем, что произошло в самом Сбербанке, какие сейчас там происходят процессы. Ну, в этом году Сбербанк показал впервые плюс. Да. Впервые плюс показал, это, конечно же, хорошо, но я считаю, что все силовые ведомства должны работать на возврате этих денег. Кто-то украл эти деньги со Сбербанка, такое тоже есть. Кто-то уехал, а все остальные находятся здесь, в Абхазии. Надо с ними только работать, чтобы они возвращали кредит. Дмитрий Сергеевич, еще одна очень важная тема, я вижу, время тоже стремительно идет, это малый и средний бизнес. Вот если говорить самым простым языком, огромное количество людей готовы заниматься малым и средним бизнесом. Вот конкретно, пошагово, есть видение того, как создать необходимые условия. Допустим, чтобы там Саид Барганджи с улицы мог прийти и представить свой план. Есть там какое-то видение того, как вот начинающий предприниматель может сделать первый шаг? Ну, в первую очередь нам надо прекратить душить малый и средний бизнес налогами. Мы же что сделали за последние 5 лет? Мы придумали НДС, мы увеличили налоги, и мы задушили средний и малый бизнес. Практически его нету. Мое личное мнение, что НДС обязательно нужно убирать. Я это говорил и в парламенте, я это говорю и сейчас. Это направлено просто на разграбление народа. Больше ни для чего. Вы посмотрите, что у нас на границе происходит с этим НДСом. Человек привозит товар, и прежде чем он его продает, он должен за него платить. Мы ничего не делаем для нашего народа. А про то, что вы говорите, бизнес-план, если вы принесете, еще раз говорю, если мы не сделаем перераспределение полномочий, вы этот бизнес-план принесете в один кабинет, а он должен будет пройти еще 40 кабинетов чиновников. И это все усложняется. И потом мы будем смотреть, дадим вам кредит, не дадим вам кредит, подходите, вы не подходите, против голосовали, за голосовали. Мы все это будем смотреть. Мы должны все упрощать. Мы должны сократить штат чиновничьего аппарата. У нас есть, которые дублируют друг друга тоже. Но тоже важно сократить, куда они пойдут работать. Сократить, это куда они пойдут. Нет, людей нельзя на улицу отпускать. Для них нужно создавать рабочие места. Рабочие места у нас мы должны создавать не в кабинетах по 6-7 как бы чиновников плодя, а рабочие места мы должны создавать и в сельском хозяйстве, и вообще создавать какие-то промышленные как бы ресурсы, где люди могут работать. Мы же что имели, тоже погубили. Это касаемо и того же ореха. Люди не могут. Люди собирают орех и не могут его продать. Просто вывезти спокойно и продать тот продукт, который они сами выращивают. Вот и интересно услышать, какое видение у вас решения этих проблем. Проблема есть. Вот как вы планируете их решить? Вот мы из раза в раз все пытаемся... Государство должно помочь сельскому хозяйству в первую очередь. Я сейчас объясню. Мы должны начать с самого элементарного. Мы должны в каждое село отдать им сельхозтехнику в первую очередь. Деньги где взять на сельхозтехнику? Сельхозтехника у нас есть.
Когда мы хотим ее продемонстрировать, мы ее на площади почему-то выставляем. Ее не надо на площади города Сухум выставлять и показывать, что мы ее привезли. Ее надо в руки дать сельчанам, в зависимости от количества населения, которое там живет, сколько техники им отдать. И глава села будет сам планировать, как он будет помогать людям вспахивать ту или иную землю. Понимаете? А мы как у нас происходит? Сельчанин звонит в администрацию города, например. В администрации города ему говорят, трактор к вам не может доехать слишком далеко. Он же не может землю взять, привезти, чтобы ему вспахали и обратно унести. Но это же все частные случаи. Или это не частное, это повсеместно? всегда происходит. Я как депутат парламента, меня избирали 7 сел. И это проблема во всех селах, не в одном. Мы ничем им не помогаем. Мы их вспоминаем, когда только выборы. Там проблема в свете, проблема в воде, проблема в дорогах. Что мы сделали в Гудаутском, например, районе? Мы начали вести воду и почему-то прекратили это делать. То есть трубы, чтобы вода поступала в села. Хотя финансирование шло. Куда пропали деньги? Почему не закончили работу? Люди ждали элементарную воду. Ведь наши сельчане не просят чего-то необычного. Они просят свет, воду и дорогу. Вот и все, что они просят. В основном всегда только. Ну, получается, все президенты на самом деле работали на решение этих проблем. Но в итоге, как выясняется, проблемы не решаются. Может быть, правда, реальность гораздо сложнее. Видите ли вы силы в себе сделать то, что не смогли сделать ваши предшественники? Я не знаю, про каких всех президентов вы говорите. За последние 5 лет я точно не видел работы. Я просто сталкиваюсь с этими проблемами ежедневно, работая с населением, которое меня избрало, и вообще с населением Абхазии. Да, у нас был просвет в определенные времена, когда у нас были другие президенты. Я непревзято отношусь к этому президенту. Он может быть хороший отец, хороший дядя, хороший брат. Но мы должны для себя понимать, если мы не справляемся с работой, мы должны просто, как сказал Батал Иванович в одном из выступлений, мой коллега, извиниться перед народом, признать, что мы не справляемся с работой и уйти домой. Вы на это готовы в случае, если... Конечно, готовы. Дмитрий Сергеевич, мне тут сообщают, что мы, к сожалению, вынуждены прекратить основную часть нашей встречи и после короткой заставки приступим к блиц-опросу. Дмитрий Сергеевич, спасибо за ответы в основной части. Блиц-опрос предполагает 5 вопросов и, в общем, 5 коротких ваших ответов. Если вы готовы, мы начинаем. Продолжите фразу «я никогда не». Не буду воровать. Что должен попробовать или сделать каждый человек, по вашему мнению? Поработать, наверное. Стали бы вы дружить со своим двойником? И такого нет второго. Что помогает вам принять решение в самых сложных ситуациях? Помогает подумать, чтобы принять решение. И завершающий вопрос. Назовите 3 своих отрицательных и 3 своих положительных качества. Ну, по моему мнению, отрицательные качества — это, наверное, немного вспыльчивость, немного упертость, та же самая. Ну, за третье, пусть, наверное, люди думают, какое у меня третье плохое качество. А положительных, тем более, должны люди думать вокруг меня, а не я сам говорить о них. Спасибо большое за ваши ответы. У нас еще около 4 минут. У вас есть время обратиться к избирателям. Дорогие граждане Республики Абхазия, что я могу вам пожелать? 25 августа, на самом деле, это ответственный момент. Все мы, когда пойдем голосовать, мы должны голосовать сердцем и умом. Мы должны знать для себя и понимать, что, опуская в урну бюллетень, мы опускаем судьбу наших детей. И должны к этому подходить очень правильно. Если вам много обещают, будут обещать в предвыборных
агитациях или будут вас пытаться подкупать, я вам советую брать эти деньги. Это сворованные у вас деньги. Что вам могу пожелать? Пожелать процветания и, наконец-то, чтобы у нас была территория закона, стабильности и процветания в республике нашей. Спасибо. У вас есть еще 2 минуты. Если... Да, пожалуйста. Вы можете мне... Обращайтесь, да. Если нет, мы можем завершить нет, встречу. Не можем завершить встречу. Дмитрий Сергеевич, большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Уважаемые телезрители, я вам напоминаю, что сегодня у нас в гостях в прямом эфире был кандидат на должность вице-президента Республики Абхазия Дмитрий Дбар. Также хочу сообщить, что каждый вечер в 21:00 вы можете смотреть интервью кандидатов в президенты Республики Абхазия. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.